4 мая 2020 года, всем день добрый. Значит, сегодня у нас скандалы, интриги, расследования. Я тут немножко записал. Просто, если у вас есть свое мнение, вы можете поделиться, например. А если нет, вы можете там это между собой где-то обсудить. Вот, но просто в последнее время у нас на рынке вроде бы все так хорошо, блядь, все так друг друга любят, но есть некоторые вопросы. Вот, например, кто из Литбита решил, что Марк подходящий человек для представления вот этого холдинга в чатах, и когда они уже наконец поймут, что он не справился. Это первое было, да. Второе, например, кто стоит за анонимными угрозами Жабе, и кому он вот дорогу перешел. Вы все знаете Жабу, он в Зале, конечно, работает. Что там произошло, непонятно, но ему каждый день угрозы сыпятся, блядь, я тебя найду нахуй, следи за своим языком и так далее. Непонятно, кого он обосрал. Вот. Например, также непонятно, почему партнерки, которые только и делают, что реселят, и обижаются на то, что их называют реселлерскими помойками. То есть, вот, тоже непонятный вопрос, да. Например, почему вот пропал Кравченко тут на пару дней, тоже можно обсудить. И как это связано с Зорбас Медиа? Неужели ручища СМИ дотянулись до него? Тоже он комментариев пока не давал, но вышел на связь. Вот. Также еще, кстати, непонятно, из-за изоляции ли это, или вообще, но в ЦПА-тусовке появился чат, где просто все хуи друг другу шлют. И причем от мала до велика, там и известные люди, не только я. Вот, и это уже становится нормой. Уже недели две там, блядь, тусовка идет, 300 человек сидит, все друг другу хуи шлют, просто похуй. Вот, и то есть, мое дело живет, или это из-за пандемии так хуярится. Вот, и также еще некоторые вопросы, например, где новости от Эдкомба про Порши, да, тоже все заглохло как-то, ну вот, или я не натыкаюсь, непонятно, кто-то видит вообще вот эту движуху всю. Вот, в этом же контексте, например, вопрос, вот, почему Литбит тратит миллионы на брендирование всех сайтов, это типа окупается или это как бы последняя возможность спасти утопающий корабль, тоже непонятно. Еще вопросы на засыпку, вот сейчас пиарщиками считаются вот Кравченко, Стейси и Арчи Боссов. И отгадайте, кто из этих троицы нахуй там лишний, вот тоже вопрос. Понимаете, я постарался в этом выпуске накидать просто сплетен и всякой хуйни. Надеюсь, она как-то откликнется в сообществе. Причем я накидал вроде бы 8 сплетен, из которых 6 правдивые, 2 выдуманные. Вот, давайте поотгадываем, что к чему. И обсудим это. Ёпта, это же была подводка к бухлометапу. Может быть, сегодня хоть и понедельник, но давайте, может быть, часов 8-9 соберемся и накидаемся в зуме, как мы это любили раньше. До того, как появились вот эти всякие чат-рулетки, блядь, хуйлетки. Кстати, вот еще тоже к чат-рулетку девятая сплетня. Почему, вот, например, Рома Гусев пришел пиарщиком в Лаке, а потом вдруг стал отвечать за конференции. Тоже интересно. Никаких, блядь, мыслей никто не высказывает по этому поводу. Неужели это только меня, блядь, интересует? Все же там шептаются. Чем мы шептаемся-то? Давайте обсудим это на людях. Вот. Значит, ссылочку к зуму я бы прикрепил, но она будет позже. Поэтому обязательно сейчас подписывайтесь на канал «Я рядом». Ссылочку я прикреплю. И вечерком давайте соберемся все в зуме. Все, с вами был я, Иванов Евгений Юрьевич. И это была программа «Почти что пусть говорят» или «Обсуждаем сплетни». Ну и самое главное, мужики, ребята, я рядом.